Самые дорогие автомобили в Таджикистане и кто их водит. На пыльных улицах Душанбе, когда ты стоишь на красный свет, рядом подъезжает черный внедорожник с тонированными окнами. Ты не сразу понимаешь, это Bentley или Rolls-Royce. Звук мощный, но сдержанный, взгляд строгий. Это не фильм, это реальность в Таджикистане. Кому принадлежат эти машины? Сколько они стоят? И самое главное, откуда они здесь взялись? Mansory Gronos 6-6. Король дорог Таджикистана. Это не просто машина, это символ власти, престижа и бесконечного богатства. Mansory Gronos 6 шассей. Немецкое произведение искусства, выпущенное ограниченной серией всего 10 экземпляров во всем мире. И один из них в Таджикистане. Видео: автомобиль едет вблизи Варзоба под эпическую музыку. Цена примерно $8 миллиона. Это переработанный G-класс с 6 колесами и мощностью 900 лошадиных сил. Он не просто выделяется, он доминирует. Кто его владелец? Известный бизнесмен по имени Рахим Изгарм. По слухам, он строит дороги, владеет несколькими отелями. Часть 3. Rolls-Royce Phantom. Автомобиль для королей. Этот автомобиль не едет, он плывет. Он не ревет, он шепчет. И даже когда он стоит, его респект ощущается на расстоянии. Rolls-Royce Phantom. Воплощение английского аристократизма, класса и статуса. Внутри все на заказ, от дерева до запаха кожи. Цена до $500 тысяч или более 5 миллионов сомани. Такие машины в Таджикистане, как правило, принадлежат топ-бизнесменам, владельцам крупных строительных компаний, нефтяным магнатам. Часть 4. Bentley и Aston Martin – редкий люкс. В Таджикистане можно встретить не только Rolls-Royce и G-класс. На улицах столицы все чаще мелькают уникальные экземпляры премиальных брендов. Bentley Bentayga – роскошный внедорожник, сочетающий комфорт-бизнес класса с мощностью спорткара. Его цена до $200. Aston Martin DBX 700 – 7 мечта Джеймса Бонда. Цена около $260. Но впечатления от вождения бесценны. И да, такие машины реально ездят по Душанбе хоть и редко, но эффектно. Часть 5. Lamborghini, Ferrari, Porsche – уровень мечты. Когда Lamborghini появляется на улице, люди останавливаются. Улыбки, телефоны, зависть и восторг. Lamborghini Urus – роскошный внедорожник, 641 лошадей, цена около $250. В Душанбе их уже несколько. Один принадлежит молодому предпринимателю, который учился в Дубае и открыл сеть электроники. Также можно встретить Ferrari 488, Porsche Panamera и даже редкий McLaren. Чаще всего на VIP-свадьбах, модных показах или на закрытых автосходках. Часть 6. Как попадают такие машины в Таджикистан? Импорт из Дубая и Германии. Большинство таких авто заказываются через специализированные аукционы, например, Copart или Dubai Cars. Индивидуальные заказы. Некоторые богатые люди заказывают машины с персонализированными деталями, номерами, отделкой, цветами, импорт по частям. Чтобы снизить таможенные пошлины, машины могут ввозиться частично и собираться в стране. Часть 8. Машина – это зеркало души. Машина может стоить $1 миллион, но если водитель хам, то и его ценность падает ниже колес тележки. Важно не только, что ты водишь, а как ты себя ведешь. Даже в самой дорогой машине можно остаться человеком. Таджикистан – страна мечт. Таджикистан – это не только горы и чайханы. Это место, где сбываются мечты. Кто-то мечтает о доме, кто-то о семье, а кто-то о Lamborghini. Самая дорогая машина в стране Mansory Gronos 6 это не просто авто, это символ новой эпохи. Эпохи, в которой богатство становится видимым. За каждой машиной своя история. И, может быть, однажды и твоя история будет звучать под рев мотора Rolls-Royce. Хочешь узнать больше о богатых людях, элитных машинах и скрытой жизни Таджикистана? Ставь лайк, подписывайся и напиши в комментарии. Какая твоя машина мечты? Возможно, когда-нибудь ты сам сядешь за руль Феррари, и все обернутся именно на тебя.